Остинская продукция с немецким акцентом. Компания «Бухардон» вышла на европейский рынок. Предприятие заключило договор на поставку своей продукции с Германии. Первая пробная партия уже отправлена. Как удалось производителю выйти на новый уровень и какой путь проходит продукция, прежде чем попасть в руки покупателей, Алина Хасаева расскажет подробнее. Свой путь минеральная вода начинает из скважины. Она на территории предприятия. Пройдя буквально 10 метров, вода попадает в цех. Здесь она проходит через несколько фильтров, чтобы исключить ненужные примеси и тяжелые металлы. За составом воды постоянно следят. Вода подготовлена, она поступает в специальные резервуары, смешивается в сатураторах при определенной температуре с углекислотой, обеспечивая и минеральность, и газированность ее. И, разливается на основании технологического процесса этой линии. Линия сама состоит из нескольких главных элементов. Это подготовка самой емкости, самой тары, в которую разливается минеральная вода. Емкость для продукции изготавливают прямо в цехе. Маленькая колба, проходя через 5 зон, равномерно нагревается. В каждой зоне определенная температура. Все для того, чтобы бутылка была одной толщины, не треснула и не лопнула. Готовая сформированная емкость попадает к операторам цеха. Их задача – исключить любой брак. Готовые емкости попадают на линию промывки. Чтобы бутылка не нагрелась, температура воды невысокая. После бутылки попадают на карусель розлива. Здесь они наполняются уже газированной минеральной водой, которую предварительно подготовили в специальных сатураторах. Там она смешивается с углекислым газом. Здесь же бутылки закупориваются и после попадают на конвейерную линию. Производство в цехе практически автоматизировано, но на каждом этапе за качеством дополнительно следят операторы. Может быть, укупорка некачественная, не до конца закрученная. Может быть, этикетка приклеена неравномерно со складками или с наложением двух этикеток. Такие процессы в течение рабочей смены появляются. Человеческий фактор, люди сидят и выбраковывают то, что не должно попасть к потребителю, в связи с тем, что качество продукции для нас это основной фрагмент. Мы отвечаем и за ее внешний вид, к которому люди привыкли за много лет. Продукцию на заводе «Бухардон» производят в объеме пол-литра и 1,5. Упаковывают как в пластик, так и в стекло. Дату упаковки обязательно указывают. На предприятии 3 цеха. Кроме минеральной выпускают и питьевую. Для ее производства используют родниковую воду. А еще 8 видов лимонада. Основной потребитель продукции – наша республика. В этом году ее стали поставлять и в соседние регионы – Кабардино-Балкарию, Краснодарский край, Адыгею и Ростовскую область. А недавно предприятию удалось выйти и на европейский рынок. В конце июня компания поставила первую пробную партию лимонада в Германию. Состоялись онлайн-переговоры с дистрибьютором с Дюссельдорфа. На этих переговорах мы обсудили все детали. Сумма контракта на первом этапе составляет 40 тысяч евро. На первом этапе мы направили пробную партию в количестве 2000 бутылок. После этого будут сформированы позиции, которые мы будем направлять на постоянной основе. Переговоры предприятия с немецкими потребителями прошли при помощи Центра поддержки экспорта. Его создали 3 года назад на базе Центра поддержки предпринимательства. Несмотря на ограничительные меры, он не прекратил свою работу. Весь процесс перешел в онлайн-режим. У нас по поддержке экспорта есть такая услуга, как поиск партнера. И 3 предприятия наши вышли на немецкий и германский рынок. Мы их свели с немецкими потребителями, с предпринимателем, который готов закупать их продукцию. До отправки продукции мы провели ряд онлайн-мероприятий, где были рассказаны и обучены наши предприниматели, как презентовать свою продукцию на германском рынке. У каждого рынка есть свои потребности. Предприятие «Бухардон» на рынке с 2004 года. С тех пор продукцию компании знает практически каждый житель республики. 90% работников производства – местные жители селения Заманкул. В планах у руководства расширить объемы и модернизировать производство, выйти не только на европейский, но и на мировой рынок. Алина Хасаева, Алан Суанов, Новости Осетии.